Так, продолжаем работу. Нам для работы съезда необходимо утвердить программу и регламент съезда. Так, всю программу оглашать. Да, всю программу оглашать? Нет, регламент. Регламент, так. Регламент съезда. Значит, выступающим докладчикам у нас есть и 10, и 15 минут доклады. Гостям мы предоставляем выступление до 10 минут, плюс-минус. Кто, если, может быть, что-то хочет больше выскажет, до 15 минут. Вопросы до 1 минуты. Так, всех устраивает такой регламент? Да? Голосуем за регламент. Да, против кто-то воздержался? Так, спасибо большое. Так, теперь видеообращение. Переходим к следующему вопросу. Вашему вниманию сейчас предоставим видеообращение к делегатам Нуянь Видяза. Это эрзянский писатель, бессменный редактор газеты «Эрзянь Мастур». Дорогие делегаты Эрзянского съезда, благодарю вас за возможность участвовать в работе этого собрания. Я коротко расскажу, с чего начинали и чем кончили свою работу, свою деятельность. Начали создание общества Мастрава, но, к сожалению, она действовала, работала недолго, всего лишь 2 года. Было создано, больше властями, новая общественная организация. Это съезд Мордовского Эрзя Мокша народа. Она существовала недолго, и на смену пришла новая общественная организация. Это Фонд спасения эрзянского языка. Основная работа проводилась именно этим фондом. Главная была задача: выпускали газету, связывались с Эстонией, Финляндией, Венгрией, организовали подписку, и число подписчиков довольно долгое время было 1600 человек. Кроме этого, выпускали настенный календарь, проводили митинги, шествия, обращались к властям о создании, и это было главной целью, создание Эрзянской автономной республики. По поводу этого обращались и к руководству России. Работа фонда длилась до 2019 года. Из-за давления властей пришлось практически закрыть работу фонда спасения эрзянского языка, закрыть газету. Словом, они отняли у нас и организацию, и созданную нами газету. Началась совершенно другая полоса в жизни эрзян. Совершенно другая. Уважаемые участники съезда, желаю вам здоровья и успешной работы над тем, как выйти из сложившегося положения, найти выход в улучшении жизни коренных народов. Надеюсь, вы найдете
эту возможность, примите соответствующие меры именно по спасению уже многих языков от исчезновения. Всего доброго вам, успехов и здоровья. Благодарим Юрия Ведяскина. Пожелаем и ему, и Пергушу хорошего здоровья. Они хоть и пожилые люди, но энергия в них, дай Бог всем.